Во-первых, я хочу поклониться буквально каждому. Каждому, кто сегодня арестован. Политзаключенным Ингушетии. Я сочувствую их семьям, их друзьям. Самое главное для меня в человеке – чувство собственного достоинства. И самое ненавистное – это когда пытаются растоптать это чувство собственного достоинства. Для меня ингушский народ, каждый ингуш, это как раз человек, в котором это чувство развито. И только приходится удивляться, возмущаться. Сколько можно топтать человека. Я неплохо за последние 3 года, наверное, познакомилась с историей Ингушетии, с жизнью отдельных людей. Все народы нашей страны в 20 и 21 веке пережили много боли. Каждый народ. Но столько, сколько досталось на долю ингушского народа, приходится удивляться. Я повторяю, сколько можно. Пожалуй, у одного поколения не было зрелости, старости. У их детей не было детства, юности и тоже зрелости. И сегодня у людей Ингушетии нет просто жизни настоящей, свободной. Только себе представить на секунду, что вы теряете дом, землю, могилы своих предков. Вы теряете практически все. Вы теряете чувство собственного достоинства. С вами могут делать все, что угодно. Я даже себе представить не могу, что ко мне приходят в дом и забирают моих родных, и я не могу найти их. Найти год, 2, 3. Это было когда-то в России, было в годы большого террора, и позже, когда забирали, приходили. И потом долго не могли найти, только сейчас находят. Ингушетия маленькая страна, маленькая, гордая страна. И желание ее подавить, оно кажется, с одной стороны, абсурдным совершенно. Нельзя подавить этот народ. И самое главное, зачем? Вы хотите границы другие установить в этой республике? Вы не границы хотите установить. Вот власть, я обращаюсь к власти в данном случае. Вы хотите действительно, уничтожив этот народ, почувствовать себя правителями, почувствовать себя теми, кто может уничтожать любого. Мне кажется, история ингушского народа, она уже в ней столько боли, в ней столько крови, что уже пора остановиться. Надо дать дышать этим людям. Надо дать создавать им семьи, возможность создавать им семьи, жить свободной жизнью. Мы живем в 21 веке, черт побери. В 21-м. Пора остановиться. Я очень хочу, чтобы каждый человек, каждый ингуш все-таки, если не сегодня, то завтра вздохнул. Чтобы их дети видели свои прекрасные горы. Чтобы их дети могли любоваться, могли рисовать, могли читать, могли петь песни, чтобы они были свободными людьми. Я всем им низко кланяюсь и надеюсь, что мы, люди, живущие в России, в других республиках, в России и те, кто уже, может быть, в других республиках из бывшего Советского Союза, но тем не менее, чтобы мы все помогли этому народу сделать так, чтобы те политзаключенные, которые сегодня у них есть, вышли из тюрем. Я думаю, что это наша человеческая задача.